25 марта прошлого года однопартийцами было принято решение о инициировании судебного процесса над гражданином Лукашенко с обвинением его в геноциде. 1,5 миллиона людей, трудоспособного населения, уже выперли в Российскую Федерацию. Здесь остаются менее социально активные люди. Те, которые недовольны этой жизнью, они уже уехали на заработок. 1,5 миллиона активных бойцов, будем говорить так. И власть она давит и на тех, кто остается. Меня необоснованно сняли с учета в качестве нуждающегося в обследовании онкодиспансера после перенесенной операции в НИИ онкологии. И где я буду наблюдаться дальше, вопрос остается открытым. На сегодняшний момент в Республике Беларусь в такой ситуации оказывается не один только Рыжов, но многие сограждане, которые открыто заявляют, что они не согласны с действующей властью и не признают ее. Витебские медики не госпитализируют меня по надуманным предлогам, отказывая в лечении. Но сегодня я оказался в ситуации, когда я не могу приобретать лекарства за свои средства в аптеках города. Витебская фармация отказала мне в отпуске лекарств. Иск я выиграл. Витебская фармация проиграла дело. Но свою вину она не признала. И в этом в 2 составах суда было ответчиком заявлено. 2 состава суда под председательствующей Липской и госпожи Бровко в суде продолжали изгаляться надо мной. Мне отказывали в вызове, в опросе свидетелей, в приобщении и в истребовании документов, которые я не могу сам предоставить суду. Суд явно способствовал ответчику уйти от должного меры наказания. Суд отказал мне в требовании признать нарушение моих прав как политически мотивированное давление. Но сегодня была подана кассация на решение суда Витебского района, в которой содержатся факты вопиющего нарушения судьями законодательства Республики Беларусь.